Мир вам, милость Аллаха и Его благословение. Братья и сестры, но это больше касается сестер, но и братья могут получить пользу, так как у вас наверняка есть родственницы, имеющие отношение к данной теме. Я бы хотел коротко и точно поговорить о том, что есть такие сестры, которые красят ногти, используют макияж и так выходят на улицу. Но я ничего против них не имею, ни в коем случае не унижаю их и никого не призываю смотреть на них свысока. Но я хочу, чтобы ты задумалась об одном, моя сестра. А именно о том, что ты живешь в мире, где, к сожалению, многое построено на желании и страсти мужчин. И мужчины хотят, чтобы женщины использовали эти вещи только лишь для утехи своих желаний, глаз, своего эго. Подумайте, что начинает происходить с вами. Вы стали или становитесь товаром, вы становитесь лишь средством зарабатывания денег другими. Становитесь удовольствием для глаз тех, кого и видеть не желали. Ты призадумайся, сестра. Я понимаю, что иногда хочется, чтобы люди смотрели на тебя, и вся суть этого только лишь во внимании и в женской конкуренции. Потому что у женщин бывает конкуренция между собой относительно того, кто красивее всех. Свет мой, зеркальце, скажи, кто прекраснее всех на свете. Или же бывает так, что ты желаешь, чтобы мужчины, или лучший из мужчин, обратил на тебя внимание. Хорошо. Но у этого имеется цена. О, сестра, среди тех хороших мужчин, которые будут смотреть на тебя, есть и много тех, которые ты не хотела бы, чтобы они смотрели на тебя. Ты можешь сказать, ну, это мое право одеваться так, и их право отворачиваться. Но Аллах кое-что сказал в Коране. Он сказал в начале 22-го джуза, «Тот, в чьем сердце недуг, раздорно, порочно возжелает вас». Или он будет вести себя таким неподобающим образом. Другое дело, ты, сестра, конечно, можешь сказать, это его проблемы. Да, это его проблема. Но ты подумай о себе. Разве ты являешься товаром, превращенным в источник прибыли? Ты ведь не являешься тем продуктом. Где тебе продают вещи для твоих ногтей, лица, которые, по сути, тебе не нужны. Есть женщины, тратящие на маски для лица 200 фунтов, иногда 100 фунтов, иногда 200, а иногда еще больше. И это просто маска для лица. А какой эффект это производит? Ведь после всего вы просто смываете это. После чего это то же самое лицо, то же самое прекрасное лицо, дарованное Аллахом. Оно прекрасно в любом случае. Я хочу сказать тебе, о сестра, что ты уже прекрасна, даже без всякого макияжа. Ты прекрасна и без маникюра. Ты прекрасна и без той гламурной одежды. Почему? Потому что Аллах, свят Он и велик, сделал женщину намного прекраснее, чем мужчину. Это естественно, и это факт. И ты прекрасна, где бы ты ни была. И для тебя лучше оставаться в естественном образе, созданном для тебя Аллахом. И однажды, если кто-либо тебя увидит и возжелает тебя из-за твоего естественного образа, если такое случится, то тогда это настоящая любовь. Знаешь, что я хочу сказать тебе, о сестра, и брат тоже, если слушаете это. Когда люди делают макияж, чтобы позировать перед камерой, затем делают селфи и выставляют это в Инстаграме, Фейсбуке, да где бы там ни было. Когда люди делают такое, по сути, это не их лицо. И это не обман, на самом деле это не ваше лицо. А люди, видя вас таким, думают, что это, о, этот человек реально красивый. А что происходит после? Когда же их видят без макияжа, люди немного разочаровываются. Поэтому я хочу сказать вам, братья и сестры, давайте не будем жить в искусственно созданном мире. Давайте жить в настоящем мире. Настоящий мир — это ваш естественный образ, дарованный вам Аллахом. Настоящий мир — это ваша естественная красота. И не нужно тратить сотни фунтов, чтобы покупать эту продукцию. И вам не нужно становиться причиной косых взглядов на себя. А вы ведь не хотите этого. Вы хотите хорошие отношения с правильным человеком, с человеком, с которым вы поженились, который халал для вас. И оставайтесь именно таким человеком всю свою жизнь. Что это такое? Вы желаете отношений через настоящую любовь, которая будет заботиться о вас.
Вот что вы желаете, так как весь этот гламур и все другое, что вы делаете, никогда не даст вам настоящего. Пожалуйста, задумайтесь над этим. Не становитесь товаром, чтобы не упасть в глазах людей и не утрачивать правильное желание и намерение. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение.